Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Исыах-Аланхо, проводимый ежегодно в различных районах Якутии, считается одним из главных событий в культурной жизни региона, где в этом году пройдет Исыах-Аланхо и в целом о событиях Года культуры в республике. И о многих вопросах в различных сферах жизни мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Сергей Местников, заместитель председателя правительства Республики Саха. Сергей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Исыах-Аланхо – это же не просто праздник, это масштабная площадка для сохранения и популяризации древнего якутского эпоса Аланхо. В этом году праздник проходит 4-5 июля в Кобяйском районе. Что ожидает в этот раз гостей и жителей республики? Да, безусловно, Исыах-Аланхо является центральным событием в культурной жизни нашей республики. И в Год культуры мы к этому празднику готовимся очень тщательно. И подготовительные работы начались за 1 год до начала этого события. И в последние годы Исыах-Аланхо приобрел такую большую государственную миссию и вовлекает в процесс подготовки не только государственной структуры, но и общественные организации, научные организации, образовательные организации, хозяйствующие субъекты, все подключаются в организации этого масштабного праздника Исыах-Аланхо. А главная цель Исыах-Аланхо – это, конечно же, сохранение, популяризация и передача будущему поколению нашей традиции, нашей культуры нашего народа. Это укрепление единства многонационального народа нашей страны и нашей республики. И вот эти самые главные принципы основаны в фундаменте этого нашего национального праздника Исыах-Аланхо. Именно благодаря празднику Исыах-Аланхо в нашей республике приумножается культурное наследие нашего народа. Вы знаете, что в последние годы очень большую популярность среди жителей и гостей имеет национальная одежда, национальная кухня, наш эпос Аланхо, Асохай, Тоюк, Хомус и другие виды фольклора, они развиваются, передаются будущему поколению. И в этом немаловажна заслуга самого Исыах-Аланхо. Традиционно в каждый год во время Исыах-Аланхо мы проводим конкурсы, творческие конкурсы, направленные связанные с тем или иным жанром Аланхо. Это Аланхо, Асохай, Тоюк, песни, танцы. Это конкурс среди кузнецов, конкурс среди народных мастеров и так далее, и так далее. И всего порядка 40 конкурсов мы проводим. Люди, жители, носители традиционной культуры, они в течение года готовятся к участию в этом мероприятии. И самое главное, готовятся и дети, и молодежь. И в этом заключается и главный смысл передачи будущему поколению нашего культурного наследия. И уверен, что и в этом году в Исыах-Аланхо, в Кобяйском улусе, будет большое участие наших жителей, конкурсантов и молодых исполнителей по тем или иным видам нашего фольклора. Уже заявились 28 улусов нашей республики, которые приедут участвовать на Исыах-Аланхо, и приглашаем всех жителей нашей республики. Но ведь сохранение культуры – это же еще и национальная кухня. Там впервые пройдет гастрономический фестиваль «Вкус улусов Якутии». Да, действительно, мы впервые в этом году приняли такое решение. Правда, мы проведем его в порядке презентации, то есть не включая в основное конкурсное положение. То есть мы посмотрим, как он пройдет. И со следующего года, если этот конкурс будет успешным, то будем уже включать в основную конкурсную программу Исыах-Аланхо. Уже заявились много участников. Мне сказали, 12 улусов уже готовы представить национальную кухню народов. Не только кухни народа Саха, но и кухни народов Севера, коренных малочисленных народов. Это очень важно, потому что кухня народов – это та же самая культура. И мы обязаны сохранять и передавать нашему будущему поколению процесс приготовления нашей национальной кухни, популяризировать среди жителей нашей республики. О культуре народа, любого народа можно узнать и познать через кухню, и гости, и с удовольствием они приобщаются к нашей культуре. И вот поэтому мы в целях популяризации и дальнейшей передачи будущему поколению включили это положение, этот конкурс в наше положение. Вы знаете, что сейчас в условиях, когда в одном городе можно увидеть множество культур народов, везде кухни, это и японская, корейская, китайская, грузинская, итальянская, кого угодно.
И в этих условиях мы обязаны просто сохранить нашу традиционную кухню и передавать ее будущим поколениям. Вот почему и проводим, решили включить в положение СЭХ Олонхо конкурс по национальной кухне. Но в начале нашей с вами беседы вы сами отметили, что к празднику готовились заранее, за целый год. Как вообще проведение СЭХ Олонхо повлияло на развитие инфраструктуры в Кобяйском районе? В ходе подготовки к СЭХ Олонхо мы, конечно же, прежде всего обустраиваем местность проведения СЭХ Олонхо. 16 регламентных объектов строятся и построены уже в селе Кобяй Кобяйского улуса. Это традиционное жилище, это балаган, это ураса, это сооружения, которые предназначены для проведения обряда алгыс, обряда встречи солнца и другие регламентные объекты, которые возводятся и дарятся просто улусу для уже последующего проведения своего национального праздника. В тех улусах, в которых мы возвели такие регламентные объекты, они прекрасно используются, и из года в год там проводятся и СЭХи улусов, и другие мероприятия. Ну, к примеру, в Нюрнбергском улусе в прошлом году прошел прекрасно на очень хорошем уровне СЭХ Олонхо. А сегодня Нюрнбергский улус уже там провел достаточно много серьезных мероприятий, в том числе и международных. Буквально в этом месяце, в начале месяца, прошел там международный национальный праздник эвенков Бакалды, да, который прошел на очень хорошем, высоком организационном уровне. Это становится уже таким общедоступным местом проведения для жителей района тех или иных мероприятий и праздников. И уверен, что и в Кобяйском улусе жители Кобяйского улуса будут с большим уважением относиться к регламентным объектам и проводить и свой национальный праздник улус СЭХ, и другие мероприятия, которые связаны с культурой и с традицией народов нашей республики. Ну и, конечно же, мы проводим ремонт тех или иных социальных объектов, школ, детских садов, оснащение оборудованием, приводится в порядок и дорожная инфраструктура. И также и произошло в Кобяйском улусе во время подготовки к СЭХ Олонхо. А как вообще тема Года единства народов России, Года культуры в Якутии будет отражена в программе праздника? Да, президент нашей страны Владимир Ильич Путин объявил Год единства народов, и основная масса культурных мероприятий в этом году приурочена к укреплению единства народов нашей страны, и в том числе СЭХ Олонхо. И мы пригласили коллег, носителей традиционной культуры из национальных республик нашей страны и из других государств. Это из Кыргызстана, из Казахстана, из Республики Башкортостан, Алтай, Хакасия, которые приедут сюда к нам в Якутию и будут участвовать в нашем национальном празднике СЭХ Олонхо. Их участие будет заключаться в демонстрации эпосов народов мира, их эпосов, их народов перед жителями и гостями СЭХ Олонхо. Кыргызский манас, башкирский эпос Урал-Батыр, казахский эпос Хабланды-Батыр и другие эпосы народов будут представлены перед жителями, и жители Якутии получат возможность воочию увидеть и окунуться в этот прекрасный мир эпосов народов мира. Во-вторых, наш якутский героический эпос Олонхо Нюргун-Ботур переведен также на языки народов мира и также будут представлены перед жителями и перед гостями на якутском языке и на языке тех народов, которые они переведены. Вы знаете, что Александр Николаевич Жирков, председатель Национального организационного комитета по Олонхо при главе республики, провел большую фундаментальную работу по переводу нашего якутского героического эпоса Олонхо на языки народов. И как раз на этом языке и прозвучит наш героический эпос Олонхо на площадке СЭХ Олонхо в Кобяйском улусе. Вот в этом и заключается наш вклад в укрепление единства народов, в обогащение культур народов в рамках Года единства, который объявлен в нашей стране. Ну, это же как интересно. Но вы ведь еще курируете направление по физической культуре и спорту. Сейчас у нас проходит чемпионат России по стрельбе из лука. Каковы вообще успехи у нашей сборной?
Да, действительно, в этом году также очень насыщенная и богата спортивная жизнь нашей республики. Буквально в этом месяце, в течение одного месяца мы провели очень большие, крупные спортивные мероприятия. Это и спартакиада по адаптивным видам народов, по адаптивным видам спорта. Это и спартакиада трудовых профсоюзов, в которых участвовали жители, работники тех или иных сфер. Праздники спорта прошли на очень хорошем уровне. Ну и сейчас проходит чемпионат России по стрельбе из лука в Якутске. Глава республики Арсений Сергеевич принял еще 1,5 года назад инициативу о том, что нужно здесь, в Якутске, провести чемпионат России в целях развития этого вида спорта в нашей республике и в целом стране. И Федерация по стрельбе из лука Российской Федерации с большим удовольствием приняла это решение, и позавчера мы открыли торжественно чемпионат. Что касается участия, то 25 регионов России принимают участие, всего 193 спортсмена большого класса, мастерства принимают участие в этом чемпионате, ну и в том числе наши спортсмены, всего 23 спортсмена из нашей республики защищают честь нашей республики на этом чемпионате, и уверен, что они успешно выступят и станут членами сборной команды нашей страны, чтобы представить интересы страны уже на международной арене. Спортивный праздник проходит очень успешно, и в пятницу уже мы будем подводить итоги. Ну а как с сельским хозяйством? Как прошла посевная кампания и что у нас с кормозаготовкой? Да, сельское хозяйство и продовольственная политика в нашей республике – это приоритет. Глава республики Арсений Сергеевич своим стратегическим указом определил приоритет и обозначил основные задачи, которые стоят перед нами в течение до 2030 года. Это, прежде всего, увеличение объемов местного производства. В условиях текущей ситуации, в условиях такой достаточно больших рисков продовольственной безопасности, мы должны все больше и больше производить продукцию местного производства. И молоко, и мясо, и овощи, и фрукты, и другие виды продукции. И на это нацелена наша деятельность. В прошлом году итоги посевной деятельности были неплохие. Мы получили достаточно хорошие объемы, даже больше, чем в предыдущие годы. И самая главная задача в текущем, уже 2026 году, ни в коем случае не снижать объемы производства, которые были в прошлом году, а если можно, увеличить их несколько раз. Вот такие цели мы поставили перед собой и перед муниципалитетами, которым переданы полномочия по поддержке сельского хозяйства, и ежедневно мы контролируем ход выполнения. Что касается погодных условий, то начало лета было дождливое, сейчас жаркие лето. Как раз такая температура и такие погодные условия способствуют росту и зерновых, и травы для того, чтобы получить хороший урожай к концу текущего года. Поэтому надеемся на то, что и текущий год будет лучше, чем в прошлом году. Пусть будет действительно так. Сергей Васильевич, и поздравления ждем от вас в канун главного национального праздника лета. Да, уважаемые наши жители республики, Ысы Холонхо является фундаментом культуры нашего народа. Ысы Холонхо является символом единства и дружбы народов нашей республики и страны. Мы с большим удовольствием приглашаем всех жителей нашей республики окунуться в этот прекрасный мир и праздник культуры, традиций наших народов. Я думаю, что будет очень интересно. Спасибо, что нашли для нас время, ответили на волнующие вопросы. Приходите к нам еще. Спасибо большое. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.